друзья. Ну вот, приехали мои дочка с внуком, позавтракали. Подожди немножко, я расскажу людям, что, и потом будешь делать. Она мне вчера пишет сообщение, что вот своей любимой дочке приготовила чапельгиш, а что мне будешь готовить? Я говорю, не знаю, и начала перечислять ей. Это будешь? Нет, не буду. Это будешь? Нет, не буду. Я говорю, ну а что я тебе тогда приготовлю? И она мне говорит, ну приготовишь мне свою турецкую яичницу. Я говорю, ну хорошо, приготовлю. И вот поели они тут яичницу турецкую. И я говорю, давай покажи нам мастер-класс, как делать вот рулет из курицы. Я никогда не делала, но у нее они получаются классные. Послали за курочкой, вот привез мне сын курочку, Ибрашка, переверни. Вот кожа, видите, повреждена, нет, вот где кожа повреждена. Доброе утро всем. Вот тут вот кожа повреждена, она говорит, это нежелательно, конечно, было бы, но ничего, она постарается что-то из этого сделать. И вот сейчас мы покажем. Ну давай начинаем, будет она показывать нам, как она делает эту курочку, разделывает для куриного рулета. Штучки надо брать. Так, крылышки убрала. Потом начинаем от грудинки. Вот тут тоже можно брать. Срезается шейка. И по грудинке вот так вот напополам. Видимо, там цыпленок у нас молодой, кожица очень тонкая. Не знаю, получится у нее или нет. Тут у нас рядом бойня, но вот мы не успели, надо утром до 8 туда ходить или заказать с вечера. Не успели заказать, у них бывают хорошие куры. Курицу пришлось покупать в магазине. Вроде бы сказала, чтобы он, Ибрашка сказал продавщице большую, хорошую курицу. Видимо, постеснялся он сказать. Взял, какая есть, и пришел. Так, это ты отделяешь грудинку, да? Грудинку. Ага, грудинку отделяет она. Главное, кожу не испортить. Нож желательно, конечно, чтобы был острым. Тут у нас яичко развлекается. Перепелиные яйца размазала по телевизору. Ага. Да, яичко? Главный момент. Сухожилие. Давай-ка сюда, давай ближе, чтобы этот главный момент нормально снять. Ага, вот так. Руку убери. Разрез, когда делаешь, оставь, чтобы я показала, что там дальше получается. Так, вот. По бедрышку, да? Да. Можно кости очищаем. Сначала, конечно, это все не эстетично выглядит, но... Так, ты одну косточку из бедра вытащила, да? Лучше ее вытащить, чтобы кожу не испортить. Аккуратно все. Не спешить, главное. Испортим кожу, она не получится. У меня терпения на это вряд ли хватит. Вот, то же самое.
здесь косточку находится, Честно, смотри. вот 10-15 рулетов на заказ делаешь. Как можно? Такое терпение, блин, я не смогла. Ну, сейчас я делаю спокойно, чтобы показать. А так для меня минимум 2 часа. Для чего? 10 рулетов, чтобы кость убрать. Вот видите, главный момент. Вот так. Вот вытаскивай. Вот. Здесь вот. Я бы так не смогла. Это долгая история, нудная. Если честно, мне бы терпения не хватило. Мишка тут развлекается. Ну, сколько разговоров. Мишка. Сколько с куколкой разговаривает. Не знаю. Для меня это ничего не говорит. Что вам это видео скажет, если честно. Но я как-нибудь все-таки еще раз куплю курочку, да рискну сама это сделать. Обычно я ее спрашиваю, звоню, ну, какое-то блюдо хочу приготовить. Я говорю, что туда, сюда. Ну, по ходу, ну, например, что-то когда спрашиваю. Она говорит, мама, я же у тебя научилась, что ты меня спрашиваешь? Цыпленка, курица спрашивает. Я говорю, я уже забыла. Так что вот так вот. Рецепт Люля спрашивает меня. Я сама готовила их. Всех учила. Это все в прошлом. Все-таки, когда долго не готовишь что-то, уже забывается и процесс готовки, и не получается, если честно. Просто с моим хозяйством я уже как-то вот заморочки не делаю. Так, быстрые блюда, чтобы не было долго времени не тратить. Привыкла, что быстро. Раньше, конечно, да. Тоже любила разные эти выкрутасы делать. Так, сейчас самый сложный. Не знаю, может, для кого-то не сложный. Вот эту часть очень Для аккуратно. меня вообще это сложно все. Вот эту часть. Спинку удалить, Да. отделить, да? Потому что курица не жирная. Но она сразу видно, что очень молоденькая, потому что маленькая. Это цыпленок. Давайте, как я сама делаю, так и покажу. Вот. Подержать? Нет, вот так вот удобнее. Чтобы... Конечно, не все так делают, но вот так вот удобнее. Аккуратно. Так намного лучше. Вы не испортите кожу. Не обязательно, как все делают. Делай, как Да. сама делаешь. Это был конечный результат. Главное, чтобы кожу не испортить. Вся фишка в коже идет. Косточки обычно на суп оставляю. Ну, я вот сейчас быстренько приготовлю маме супчик, наверное. К обеду. Выглядит, конечно, страшно. Ну да, первое впечатление бывает, конечно, боже, что же из этого выйдет? Все, вот, смотрите. Видите? У меня получилось. Хоть это тоже было испорчено. Вот. Так, там вообще сейчас косточки нету, да? Нет. Ни одной косточки. Вот. Угу. И вот. Теперь смотрите, самое главное сейчас еще. Распределяем грудинку. А, Да.
А отбивать прямо на этой коже? Да, да, да. Пищевой А пленки. пробить не пробьет? Нет. Кожу? Осторожно надо. Ну вот же я кладу, чтобы не пробило. Вот. Не, я имею в виду, может быть, отдельно... Нет. Нет? Прям Нет, там? потому что она должна быть уже с кожей связана. Вот. Оишки свои эти комментарии. Аишка, изволить. Конечно, гулять небольшим будет. Ничего, нам хватит кусочек. Немножко маленький Суп кусочек. приготовим еще. Ну, обычно на свадьбы нужны бывают эти большие, огромные. Так, 4 минуты, короче, ты разделала одну курочку. Но я это медленно сделаю, так мне хватает 2 минуты. Дома Ну, я в принципе, у нас это по-быстрому. всё не обязательно на скорость. Ну, если только тебе, чтобы быстрее закончить. Ну, извини, 20-30 штук иногда. Вот. Может, ты салатик какой-нибудь еще сделаешь? Внизу глухаря сложно сделать? Есть у нас ингредиенты? Меня просили, чтобы именно ты что-то приготовила из салатов. Я даже не знаю, что приготовить. Вот. Так, я пойду за пленкой. Что надо? Шумно, конечно. Я все-таки процесс до конца покажу. Вот, друзья, все она отбила. Видите, вот такая вот получается отбитая курочка. И теперь она будет ее мариновать. Адыгейская соль. Адыгейская соль. Потому что там все специи. Посыпает адыгейской солью. Немного, потому что соевый соус сам уже по себе. И, как я поняла, значит, соевым соусом обмазывает. Вот так вот. Я обычно оставляю на сутки. Ну, суток у нас нет, на час у нас полежит. Да можно на час, просто по заказу у меня это время есть. Пока подготавливаю начинку. А может, немножко красного перца все-таки? Нет. Мне нравится. Она же не будет острой. Перец мы добавляем в эту. А, зажарка же Да. еще должна. Все. Сюда не надо. Поняла. Так, теперь еще, друзья, для этого сейчас должна быть приготовлена начинка. Как начинку готовить, мы попозже покажем. Ну, все покажем вам, короче, еще. Вот на данный момент, как разделывается и как маринуется. Закручиваешь или она так будет лежать? Нет, так должна лежать. Просто лежи. Ну, накрой тогда этим пакетиком. Ну, вот все, друзья. Так, и вот, друзья, курочка у нас час постояла. За это время она сделала такую вот зажарку, начинку. Болгарский перец, лук, морковь и зелень там у тебя, да? Красный перец, черный перец. Ну и все специи, да, красный перец, черный перец и соль. И теперь что Чеснок. Можно свежий. сушеный чеснок, посыпает рулет сушеным чесноком, можно и свежий. Но свежим, знаешь, почему на свадьбе он уже чувствуется и запах бывает. Да. А сушеный более вкус дает, но не так уж чувствуется. Немного? Нет. Так, смотрите, зажарку не в середине. И как-то не с краю, сейчас вам покажу. Вот так вот. Ну, не прямо по центру, а чуть-чуть ближе. Ну, если хотите, если у вас получится, можно и полностью. Давайте я вам покажу полностью. Я думаю, может, новичкам показать. Горячая у тебя сейчас. Не мешает, даже лучше. Духовку ты уже Да. разогрела, да? 180 А градусов. морковку принципиально вот так вот длинную или можно Да. на любой? Ну, красивее. Можно другую начинку, можно просто грибы. Просто целые грибы. и лук, да? В середину ложите целые грибы с луком. Можно и просто, а когда нарезаете, ну, видно бывает. Уже, гриб. да, нарезано. Помнишь, я на свадьбе делала? Ну, понятно. Вот все. Теперь самое главное, аккуратно.
А если бы она у тебя на пленке лежала, неудобнее было бы? Удобнее было бы. Что-то не... А, у меня пленки нет. Пленки нет у тебя. Извините, пожалуйста. Вот, все. А так не бойтесь, она в фольге, вот сейчас увидите, она свою форму берет. Так, самый главный процесс. Можете Не, может быть, ты переложишь на фольгу? Я переложу сперва про это соус расскажи. Ты поставь чашку, не видно. Так, это значит подсолнечное масло, паприка и острый перец чуть-чуть, да? Вот так вот, на фольгу прям. И на фольгу, да. да? Ну, чтобы не прилипло. Может, на фольгу просто растительное масло? Нет. Ну, он должен же вкус какой-то. Ну, ладно. Все, и перекладываем аккуратно. Тебе же следующее надо или потом? Нет, сыр нежелательно. Это когда, если у вас кожа испорченная, я как бы дефекты закрываю и все. Лучше просто меня спрашивала, есть ли сыр. Есть у меня моцарелла. Я думала, не получится. Ну все понятно. Хорошо смазываем. Сыр не обязательно, значит. А сюда Ну, еще... при желании можно. Да. Соль уже мы сказали, что здесь соль. И там соль, да? Да. Мы же не мариновали, поэтому... С той стороны кожицы не да. Да, понятно. Чуть-чуть соли и там. Да. Вот все. Теперь очень сильно прям закрываем фольгой. Натягиваем. Да, натягиваем. Из этого будет и форма рулет. Вот. Как конфета. Покрути в одну сторону одну ручку, покрути в другую. Ага, вот. Так-то чуть-чуть я кое-что знаю, да. Так, 180 градусов на 40 минут ровно. Ага, все. Я буду сейчас делать супчик, наверное. Быстро. Все? Да. Так, ну вот наша конфета. Через 10 минут нужно проткнуть фольгу в нескольких местах, чтобы выходил воздух. И, дорогие мои, вот она еще решила, дочка моя, вернее, она, Танзила, решила мне, из-за того, что я люблю печеночный торт, приготовить вот печеночный торт. У нас тут рядом, как я сказала, куриная, бойня, наверное, да? Да. Вот оттуда купили потрошки. Причем, кто живет здесь у нас в регионе, очень дешево, 60 рублей за килограмм у них только. Получается такая небольшая реклама. Но они, мои соседи, очень хорошие друзья. И вот, короче, перемолола она эту печень, килограмм куриной печени, 2 луковицы, да? Да. И 2 луковицы. Вот процесс перемалывания мы не стали показывать. Можно и говяжью, просто куриная более нежнее, но и специфического вот этого запаха нет. Все, дальше. 5 яиц. 5 яиц. Желательно здесь их взбивать. Вместе, Я так с, думаю. вместе Да. с этим. Мне кажется, так лучше. Что у вас свое. Так, печень тщательно взбили. Теперь По вкусу соль, перец. ложка. Ну, примерно. 1,5 ложки чайной соли и пол-ложки черного перца. Муку я примерно пока добавляю по консистенции, как на блины. 3. Пока 3 ложки, да? 3 ложки, да. Молоко еще не добавляешь, Нет. да? Еще 3, 4, 6. 6 ложек уже, да? И постепенно добавляем молоко. У меня здесь пока пол-литра. Ты еще пол-литра не добавила. Нет, не все сразу. Я тебе забыла сказать, что решетка у нас крупная была на ней.
Ничего. Я мелкую сделаю. А, ты поставила? Да. Хорошо. Желательно мелкую. Если у Поэтому кого-то она у меня крупная, для то аджики крупная стояла просто. Я думала, ты на этой же. Я забыла самую предупредить. мелкую. Сейчас нужно поворачивать. Если видите, струйки пока не такая уж, видишь? Жестковатая, да? Да. Еще надо? Еще надо. Еще что надо? Муку? Одну ложку муки. А молока уже хватит? Нет. Это же не шарлотки у нас печеночные, а торт чуть-чуть. Жиже должен Да, быть. жиже должен быть. Как на блинчики. А зачем тогда муку добавила? Если молоко добавляем, надо и муку добавить чуть-чуть. Тоже, друзья, блюдо, которое я никогда не готовила. Люблю очень, но не готовила, потому что как только Танзила выросла с 16 лет, она делает его, и мне не приходится его делать. Это не такое блюдо, чтобы его Вот, каждый смотри. день готовить. Все. А в основном, как только она ко мне приезжает, обычно она делает тортик. Ну, делает все, что я люблю, если честно. Все. Мадина у нас насчет еды не знаток, не ходок. Так, все? Да, пока все. Консистенция нормально, да? Все. Так, теперь скажи, сколько ты туда молока налила. Остаток молока скажи, чтобы людям надо было знать. Вот с 1,5 литра. Вот что у А, нас. 1,5 литра Да, было? Поставь 1,5. кружку, и с той стороны там есть мерное это. Посмотри. Ну, где 300 миллилитров я добавила. Всего 300? Да, всего 300 миллилитров. Это сколько? Здесь вот 400 где-то. Я налила. Получается 300, потому что он до сюда, если отнять 300 миллилитров. 300 миллилитров молока сюда ушло, И да? 7 ложек муки. 7 ложек муки. Но это все, друзья, по ходу получается Вот смотрите. как у вас. Как печень разная. Во-первых, мука разная, может быть, да? Да. Просто надо смотреть по консистенции теста. И, во-первых, уже даже потом, по-моему, как первый блин выпекается, потом Да. даже тоже корректируется. Если нужно добавлять, нужно бывает иногда муку добавить. Если- Хоть я и не готовила, но процесс этот всегда видела. Нет, если муку добавляешь, то и молоко То надо иногда добавить. молочко чуть-чуть Но наверное, приходится желательно муки добавлять. меньше, потому что она чувствуется, все-таки вкус печени должен быть. Ага, не перебивать Да. вкус печени. Все, поехали дальше. Так, и, друзья, в это тесто нужно добавить столовую ложку растительного масла, чтобы при выпечке не прилипало к сковороде. Так, и вот 40 минут прошло, теперь нужно, как это дело говорит, снять фольгу с рулета. Чтобы корочка. Да. появилась. Если хочешь, сыр добавить. Не надо, ставим сыр на какое-нибудь другое блюдо, если сыр здесь не обязательно. Вот видишь, он форму, если в фольгу прям объяснить бы. Плотно нужно Да. завязать фольгу. И теперь снова в духовку минут на 5-10. Процесс выпекания печеночных блинов. Смазывает она вот растительным маслом. Надо поброшку потом. И на медленном или на среднем, На среднем. на среднем огне, да? Ну вот, друзья, вот блинчики уже готовые. Да, вот. Ну, сковородка, в принципе, специально для них, но не для них. Чтобы что-то другое в ней не делалось, Да. да, рекомендуется. Рекомендуется, потому что прилипает. Процесс переворачивания. Видишь, пузырьки, и она уже, ну, как бы Прихватила, да, схватила прихватила. сверху. Ага, всё. И вот все. Печеночка готова. Ну, от того, чтобы там чуть-чуть вот при переворачивании кусочек вот Ну, такой сейчас отламывается, собирать ничего надо его все равно собирать, склеивать. В смысле, перекладывать зажаркой, да? Да. Ну, вот как-то так, друзья. Вот. Больше я не буду процесс показывать, то все одинаково. Готов. Внимание. Готов. Маленький, удаленький. Маленький да удаленький, да, вот. Как бы сфокусировать покрасивее, чтобы пошло. Вот. Где ты? Ты уже тарелку подготовила, блюдо подготовила. Сейчас еще оформлять будет. Так, разрезать же будем
пока, когда остынет чуть-чуть, да, наверное, пусть полежит, отдохнет, Да, я просто а потом разрежем. Всё. Ну, потом покажем украшенный. Мы собираем, друзья, печеночный торт. Так, Танзила решила не делать зажарку в середине, а просто майонез и немножечко чесночка. И вот какой получился печеночный торт, друзья, видите? Вот так вот она его украсила. Иногда она украшает орехами, иногда украшает гранатовыми зернами, ну, по усмотрению. И вы тоже точно так же можете его украсить. Ходи, ходи. Не надо так много. Все, вот она украшается. Рулет готовый. Ну, если не хотите, не надо и майонезом украшать. Это вот так вот украшен рулет. Но из-за того, что курочка маленькая, рулет, конечно, такой маленький. А так он может быть побольше по размеру курочки. Вот рулет получается в разрезе, друзья. Вот. А на вкус мы попробуем, потом вам скажем, насколько это было вкусно.